231-я годовщина первой в русской армии женщины-офицера Надежды Дуровой прошла в Елабуге с необходимым в наши дни духом военного времени. Суворовцы прошли азы военного мастерства, и некоторые даже узнали, чем же так знаменита кавалерист-девица. Дмитрий Пивоваров с подробностями. В контексте истории замечательных имен имя Ларисы Голубкина, исполнительницы прототипа Надежды Дуровой в классической комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» в числе знаковых имен Елабуги. Актриса бывала в городе, где Надежда Дурова, офицер и писатель, участница Отечественной войны 1812 года, прожила 30 лет. Память об отважной женщине сохраняется и по сей день. Например, в музее-усадьбе Надежды Дуровой царил что ни на есть военный дух. Сотрудники облачились в форму уланов литовского полка и показывали новому поколению азы военного искусства в мирное время. Во время мероприятия ребята прошли дорогами Отечественной войны 1812 года. Они выполняли упражнения с кавалерийской пикой, разжигали солдатский костер, наматывали портянки. В эту ночь решили самураи. 3 танкиста, 3 веселых друга, экипаж машины боевой и другие хиты, настраивающие на боевой дух, призывали будущих бойцов из Елабужского Суворовского училища МВД России широко открыть глаза на происходящее и сделать немало открытий. Я, например, не знал, что она была ординарцем у Кутузова. Для меня это стало сюрпризом. Вот. Уже не первый раз мы сюда приходим, и каждый раз нас тут встречают чаем, пирогами кормят. Проект «Русский солдат умом и силой богат» рассказал о жизни и деятельности выдающейся женщины, которую помнит, возможно, и только по кино. И в игровой форме напомнил о необходимых моментах, которые должны почувствовать защитники Родины. Пока это лишь в форме увлекательной игры, которая, по сути, часть и общеобразовательного развития, и память о настоящих героях нашего Отечества. Дмитрий Пивоваров, телеканал «Эфир».